Много удивительных мест в нашей республике, некоторые совсем рядом с нами. Но о них мы даже не слышали, а бывает слышали и даже видели. Но не придали этому никакого значения, так как не оказалось никого, кто бы смог рассказать нам связанную с этим местом историю. Эти озера появились примерно четверть века назад, не без участия человека. Начиналось это в 85-86 годах. У истоков стоял тогдашний министр мелиорации и водного хозяйства Коми СССР Лавренов Анатолий Георгиевич, очень страстный рыбак, охотник. Здесь работала серьезная техника, экскаваторы, бульдозеры, производилась выемка песка, откосы были спланированы. Работа большая была проведена. В итоге появилось 3 огромных пруда. Каждый год сюда выпускали тысячи мальков зеркального карпа. Это специально выведенная порода рыбы. Вот так рыбу кормили с лодки, для того, чтобы она побыстрее росла. За озером тщательно ухаживали. Каждые 5-6 лет осушали и снова вынимали грунт. А чтобы рыбе было комфортнее зимовать, в середине озера был сделан углубленный канал. В то время была так называемая продовольственная программа. И, видимо, в осуществлении этой продовольственной программы и были построены здесь пруды. Эту рыбу мы ловили и продавали своим работникам. Рыбы было много. Люди на отдых приезжали семьями. Порыбачить можно было совершенно бесплатно, но только на удочку. И сегодня, говорят местные рыбаки, здесь встречаются огромные карпы. Только чтобы выловить их, нужно огромное везение. Эти рыбы живут до 50 лет и достигают 35 килограммов в весе. Так что за 25 лет здесь вполне могли вырасти рыбы-гиганты. А это слишком маленькая, я ее, пожалуй, выпущу. Каждый год весной в половодье озера заполняются талой водой. Специальная конструкция шлюз позволяла удерживать воду в нужном объеме все лето. Весной здесь много отдыхающих, так как купаться можно теперь только весной. За лето озера мелеют и начинают цвести. В этом году мне попадался карась самый большой, где-то грамм 700, причем не один. Хорошие уловы здесь бывают. Зеркального карпа, говорят, тут уже давно не видели, но свято место пусто не бывает. Весной эти места по-настоящему оживают. Утки, гуси, лебеди, аисты. Кого только не встретишь на этих озерах. Но лишь до открытия сезона охоты. Приезжают тут с семьями, там, с женами, с детьми. Все смотрят, все это интересно. И произошло открытие охоты, буквально на следующий день всю утку перебили. Вообще охота на территории населенных пунктов просто недопустима. Это место должно было стать настоящей зоной отдыха. Водные велосипеды, катание на лодках. Это все возможно. Но сделать забытый проект реальностью пока никто не решился. Так где же находятся эти озера? Не буду вас томить. Они находятся всего в 2 километрах от Сыктывкара, прямо напротив села Выльгард. Это так близко, что отсюда можно полюбоваться видами Кочпана и Чита, улицей Морозова в Сыктывкаре. Теперь вы тоже знаете интересную точку на карте нашей республики.